В этих двух маленьких белых комочках, которые копошатся возле матери, пока с трудом можно узнать суровых хищников. Для их родителей Колымана и Ломоносова это уже третье потомство. Их первенец Харчана сегодня обитает в Петербурге, а второй малыш Алмаз в Хабаровском зоосаду. Здесь нужно отдать должное зоопаркам, ведь они играют важную роль в сохранении вида. Зачастую в руки к опытным работникам попадают животные, которые просто бы не выжили в дикой природе. А их регулярное размножение только подтверждает тот факт, что даже для самых крупных хищников, таких как белые медведи, зоопарки создают самые комфортные условия. Сейчас их главная задача – это расти, развиваться. Они только кушают и спят, и свой вес набирают. И дальнейшая их судьба, конечно, будет определена позже. Все животные, белые медведи в нашей стране, они перемещаются согласно программы сохранения белого медведя. Есть куратор программы, то есть это не продажа именно, а перемещение и формирование пар внутри Российской Федерации. Полярных медведей не случайно называют королем Арктики. Они самые настоящие великаны животного мира. Длина их тела порой достигает 3 метров, а высота свыше 1,5. Причем вес самых крупных представителей может достигать 800 килограмм. При этом внушительные размеры не делают их увольнями. Во время бега они могут развивать скорость до 40, а вплавь до 10 километров в час. С такими охотничьими данными белый медведь стал единственным видом из наземных млекопитающих, который смог приспособиться к постоянному обитанию во льдах. Слух, зрение и обоняние белого медведя настолько остры, что они могут учуять тюленей, кольчатую нерпу и морских зайцев с расстояния до 30 километров. Всего же в мире, по примерным оценкам ученых, насчитывается более 20 тысяч белых медведей. В Якутии, по данным специалистов дирекции биологических ресурсов, обитают 1200 особей. Причем в прошлом году для оценки числа белых медведей впервые применили искусственный интеллект и беспилотники. Было сделано порядка 25 тысяч фотографий, которые впоследствии были обработаны как вручную, также и с помощью нейросети, так называемое машинное обучение. Количество медведей, подсчитанных в итоге, оно увеличилось и составляет 174 особи на момент проведения исследований, то есть это конец сентября. Людей издревле привлекал образ мощного белого хищника, хозяина Арктики. Он сопровождал северные народы, начиная с наскальных рисунков первобытных людей. Стал всенародным в массовой культуре 20 века после мультфильмов про Умку и конфет «Мишка на севере», и глобальным в поп-культуре 21 века, когда превратился в символ климатических изменений и их главную жертву. Экологи в один голос заявляют, забота о сохранении белого медведя не должна ложиться только на плечи ученых. Ну а фраза «охрана природы» из просто красивого словосочетания должна стать образом жизни. Петр Васильев, Илья Срамятников, Якутск.